В Гватемале мощное землетрясение унесло жизни, по последним данным, 48 человек. Более 150 пострадали. Десятки числятся пропавшими без вести. Из-за сильных толчков магнитудой в 7,2 рухнули 50 домов. Спасатели в надежде найти людей живыми разбирают завалы. Местные жители в панике. Когда началось землетрясение, они выбежали на улицу и теперь возвращаться в здание боятся. Было очень страшно. Мы с коллегами были на 10-м этаже 19-этажного здания. Было ощущение, что оно вот-вот рухнет. Весь офис ходил ходуном. Нам повезло, мы быстро выбежали на улицу. Здание не повреждено. Из-за подземных толчков разрушены дороги, оборваны линии электропередачи. В некоторых районах нет света, не работают телефоны. Спустя несколько часов подземные толчки в Гватемале повторились. Власти не исключают возможности появления цунами. Тревогу объявили также в Сальвадоре и Никарагуа. Из опасных районов срочно эвакуируют жителей. Число жертв разрушительного землетрясения в Гватемале выросло до 48. Сотни ранены. И цифры эти, судя по всему, не окончательные. Сильнее всего пострадал департамент Сан-Маркос на границе с Мексикой. Из-за оползней, которые блокировали дороги, спасатели до сих пор не могут добраться до многих пострадавших. Частично или полностью разрушены сотни зданий. На трассах десятки аварий. В некоторых регионах нарушена телефонная связь, отключено электричество. Сообщается о повторных подземных толчках, так называемых авторшоках. На помощь спасателям брошены более 2000 военных. Нынешнее землетрясение сильнейшее за последні почти 40 лет. Тихоокеанське узбережжя сколихнув потужний землетрус. Найбільше підземні поштовхи магнітудою у 7,5 відчули мешканці Гватемали. 48 людей загинули і більше сотні отримали поранення. Президент країни уже оголосив надзвичайний стан і закликав громадян без паніки евакуйовуватись із будівель. До рятувальних служб постійно надходять звернення від постраждалих. Люди повідомляють про руйнування та зсуви ґрунту. На допомогу відправляють військових. Землетрус став найсильнішим для країни за останні 30 років. Кількість жертв може зрости, адже сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Було досить страшно. Ми знаходилися у висотній будівлі. І хоча я був лише на 10-му поверсі, добряче відчув коливання. У нас постійно проводили навчання, як поводитися під час землетрусу. Та все ж у реальному житті важко зберігати спокій. Мощно земетресение с магнитуд 7,4 удари Гватемала. Има над 40 жертви и много ранени. 131 къщи са разрушени. Прекъснато е електроснабдяването на 73 000 домакинства. Най-пострадалият район е департаментът Сан-Маркос на Тихоокеанското крайбрежие на малката централноамериканска държава. Мястото е на около 250 км западно от столицата Гватемала. По най-нови данни на Геофизичния институт на Съединените щати, епицентърът на земетресението е на около 24 км югозападно от крайбрежния град Чамперико, е огнището на дълбочина от 41 км. Мощният трус предизвика паника в столицата Гватемала, но и в съседни Салвадор и Мексико.